мой папа был речником. И мы вот переехали на Лермонтову в 53-х примерно годах. Там дома стали строить, и мы туда переехали. И вот эта улица Лермонтова называлась Рабочий городок, городок речников. Квартиры у нас были коммунальные, в каждой 3 комнаты. И вот 3 семьи жили на одной кухне. Уживались нормально. Но прежде всего это был здесь речной порт в начале. Поскольку дамбы не было, и суда заплывали сюда. И весной они буквально доходили до самого центра города, туда там старый телеграф был, и там было место, где они тоже пришвартовывались. Когда наши папы уходили в плавание, и мы оставались с мамами, были белые ночи, мы удирали на улицу. Я слазила со 2-го этажа и убегала на улицу, и думала, меня мама не видит. А оказывается, мамы дежурили между собой. Одна одну ночь, другая другую ночь. И они за нами смотрят. Двор большой, лапта у нас, и беговая, и круговая. И потом мы еще и в городки играли, в казаки-разбойники играли. Все основные улицы были чурочные. Наша тоже была такая. И тихая, спокойная улица, машин было мало, пылица, естественно, мало, грязи было мало. Мы, например, здесь ходили только по тротуарам. У нас дорога в школу по тротуарам, обратно тоже, и в ту сторону, и в обратную. Тогда школа в то время наша была одна из ведущих школ. И у нас постоянно шла конкурентная борьба между 9-й школой и 10-й. И поэтому мы тянулись ко всему, что называется. Интересно, какие сны снились маленьким жительницам рабочего городка незапамятных советских времен? Конечно же, чудные, конечно же, волшебные. И в тех самых годах они слышали гудок, призывающий рабочий люд на трудовые свершения. А для девчонок начинался еще один счастливый безмятежный денек. Хотя и не такой уж безмятежный, на их детской планете хлопот тоже хватало, школьных, домашних. У нас же в рабочем городке ЯЦЭС, тепловая электростанция, да, электро, тогда нам электричество давала. И утром всегда нас будил гудок. И нам пора было всем вставать, и бежали в школу. Сильные руки нашей большой округи, цеки распахнуты настежь, теплый погожий денек. Каждый товарищ счастлив, очень товарищ счастлив. Пусть от зари ярко горит наш трудовой огонек. Каждый товарищ счастлив, очень товарищ счастлив.
Данная теплоэлектростанция, она начала строиться в 1927 году и закончилось строительство в 1937 году. Это оно само по себе очень уникальное здание, промышленный объект, который обеспечивал вплоть до 70-х годов город Якутск теплом и электричеством. Почему рабочий городок, собственно? Потому что здесь жили рабочие не только ТЭЦ, да, теплоэлектростанции, но еще и жили работники стеклозавода, якутского мясокомбината и молокозавода. Ну, то есть пищевая промышленность тоже они здесь жили, и жили в таких же помещениях барачного типа. То есть это, собственно, были бараки. Рабочим нужно было улучшать жилищные условия. Началось капитальное строительство двухэтажных домов уже. То есть это, если раньше это общий туалет, общий двор, ну, как бы это, конечно, не соответствовало тем уже требованиям, особенно после войны, и поэтому началось капитальное строительство двухэтажных домов. И до последнего времени вот здесь вот по улице Федора Попова мы могли видеть двухэтажные здания. Ну и, конечно, они уже сейчас на данный момент снесены. Мы в этот дом переехали в 1949 году, 7 ноября. И у нас в каждой комнате жили соседи, и у каждого были дети. Родители наши вместе работали, все дружили, дети дружили. В основном все учились в 10-й школе. Вот мы с Валентиной Алексеевной одноклассницы. В одном классе учились. Правда, я пришла в 8 классе к ним. До этого, хоть я и жила здесь с 52 года, но я, значит, пришла в 8 класс к ним. Но я уже всех знала, уже они меня все знали, что вот не просто с улицы пришла, а своя, с рабочего городка. А вот это, где мы с вами сейчас сидим, Да. вот здесь стоял мой дом, то, что я вам показывала. Да. Вот эти березки. Вот они сохранились, эти Сохранились? березки. Да. Да, Вот вы эти что? старые березки. Вот мой дом стоял напротив дома там, да. И вот у них много домиков было тогда, а ограда не была перегороженная заборами. Дома вокруг, а серединка как бы поляна получалась и под откос. Потом построили еще дома тут вокруг и сделали большую хорошую ограду. У нас ворота были с калитками, заборами огорожены, палисадники, в которые мы уже по мере того, как росли и это самое время шло, родители посадили туда березки, боярку посадили, и у нас были потом такие красивые палисадники. Это вообще... Детей было много. Вот на одной нашей квартире нас было у соседей 4, нас 3. И в маленькой комнатке 1 ребенок был. Вот сколько детей было в одной вот этой вот квартире. Кухня общая, большая печка стояла, 2 комфорки. Ну, в общем, нормально уживались. У каждого и стол свой был, свой шкафчик. Папа, мама, я, потом братик родился и бабулечка моя. Мамина мама, Аксинья Маркевна, моя любимая бабушка. И мы еще в кухне держали, ведь несмотря на то, что столько было людей много, у нас еще в кухне бабушка держала 4 куриц. И никто не ругался, не говорил: фу, как невкусно пахнет, никто никогда не говорил. Родители не закрывали это самое, они ложились спать пораньше, двери не закрывались, а мы себе позволяли до очень позднего времени играть. И не могли никогда друг от друга оторваться, потому что у нас и игры, и потом мы садились на заваленки, у нас такие хорошие заваленки были, и еще были у нас скамейки прямо у ворот. И садились мы там, все обсуждали. Вот там у нас начинались разговоры, какие книжки прочитали, значит, друг другу рассказывали, это все пересказывали, если кто-то не прочитал. Вот, потом, значит, фильмы, а в кино мы ходили все в рабочий городок, сюда был клуб рабочего городка, очень хороший клуб. Когда весна, вот снег с крыши сгребали, вот стояли эти амбары. В каждой ограде стояли амбары. И мы с этих амбаров, с макушки амбара, прыгали прямо в этот снег. Конечно, мама нам доставалась, играли в чехарду и езду, в снежки, во все с ребятами. Двор большой, лапта у нас, и беговая, и круговая. И потом мы еще и в городки играли, в казаки-разбойники играли. Детство, да, было детство счастливое.
Потому, ну, какое счастье было, когда мне подарили велосипед. Маленький велосипед трехколесный. Мы же все на нем ездили. Все буквально. Потом у нас была же девичья команда футбольная. И мы же играли со всеми оградами, с мальчишками играли. Я была вратарем, но когда я уезжала в пионерский лагерь, Валя была вратарем за меня. Все наши мероприятия, которые мы проводили во дворе сами, когда были мы поменьше, нас вовлекали взрослые. Эстафеты проводили там и так далее, в городки строили, играли такие городки. Ну и, конечно, самое любимое наше место было, это наше озеро. Озеро-то там, сейчас его нет, оно все засыпано, на коньках катались. Потом по весне там на горке мы цветочки собирали. Мы очень много играли. Мы занимались все спортом. Несмотря на то, что не было вот таких особых, спортивная школа одна на весь город была. Кто-то ходил в спортшколу. Мальчики у нас во дворе очень любили футбол, баскетбол, теннис. Все это у нас во дворе было. Волейбольная сетка. Старшие ребята, вот они как пример для нас были, старшие, постарше, которые нас поколение, они послевоенные дети, военные, они были вообще очень организованы, очень дружны. И мы из-под воль вот как-то всему у них учились. Тем же спортивным играм, тем же мы дружбе той же, они очень хорошо дружили. Очень хорошо содержал речпорт, дворы наши. Все в порядке было, все вовремя убиралось, все за всем следили. Никаких проблем никогда не было. У нас, понимаете, у нас раньше до 90-х годов у нас было огромное количество, так понимания, ведомственных застроек. То есть каждое предприятие, им выделялись горисполкомом якутским определенной территории, и строили они сами для себя, то есть для своих работников, служащих. Мой папа был речником, и мы вот переехали на Лермонтову в 53-х примерно годах, там дома стали строить, и мы туда переехали. И вот эта улица Лермонтова называлась Рабочий городок, городок речников. И там жили вот все, кто работал в речном порту. По нашей улице проходили демонстрации, мы смотрели в окошко, как это происходит. Обязательно речников встречались. Мы так радовались, когда шли ребята. Такие все красивые, нога в ногу, ростом одного. Такие счастливые дни. Шли колонны. 10-я школа мимо нас. Авиагрупповские летчики там были. И ЦИСовские. И из окон наблюдали. А то и выходили за ворота и смотрели. Почему-то всегда, практически всегда 1 мая был сильный ветер. У гражданских людей шляпы там были у мужчин. И ветер эти шляпы сносил, и они бежали, потом подбирали эти шляпы. Ну, настроение было вообще праздничное, конечно. Зима кончилась, весна. Общий подъем какой-то был народный. Проходили колонны все «Ура!», кричали дружно и весело. У нас у мамы день рождения 1 мая было. Мы возвращались и праздновали мамин день рождения. Собирались соседи, хорошо тоже. И пляски, и песни. Ну, нормально. Хорошо проводили время праздничное.
А еще я помню, как шла подготовка к празднованию 40-летия ЯССР. От школы выделили несколько человек, но из нашего класса тоже девочки были. Нам нужно было бегать хаотично по стадиону, а потом по сигналу мы должны были бежать на определенное место и сесть на свое место на корточке. Вот. Нам стало интересно, что из этого получается. И мы с одной одноклассницей уговорили нашего физрука посидеть на трибуне стадиона. И, в общем-то, получалось нормально. Там выстраивались слова «Слава КПСС», еще там что-то, потому что народу-то было много. И получалось неплохо. Но поучаствовать в празднике мне не пришлось, я заболела. Якутия, тобой отмечен 40-летний юбилей. Шумит, знаменами расцвечена весна республики моей. И на Вилюе, и на Лене, и на трибунах площадей живой, как жизнь, встречает Ленин весну республики моей. Вот не зря мы приехали сюда. Чем памятно для вас вот это место? Ну, прежде всего, это был здесь речной порт в начале. Поскольку дамбы не было, и суда заплывали сюда. И весной они буквально доходили до самого центра города. Туда там старый телеграф был, и там было место, где они тоже пришвартовывались. У меня отец был начальником дебаркадера. Ну и когда меня не с кем было оставить, он брал с собой. Там была такая будочка, музыка, чтоб играла. И я ставила пластинки. Лежали стопочкой подбор пластинок. И музыка в основном была марши и русские народные песни. И все это надо было поставить тогда, когда пароход прибывал к дебаркадеру. И пассажиры шли. Это было как бы встреча пассажиров. Веселый, такой бравурный, маршевые. Там пластинки были. Ну, в основном народные песни. И музыка звучала громко, торжественно. Ну а ледоход это вообще праздником был. Здесь просто было народное гуляние. Выходили люди с гармошками, пели. Было очень хорошо, интересно здесь. И когда уже потом вода убывала, речпорт возвращался обратно на Дыркалах. Там был уже сплавсостав, находился там. А здесь уже образовывались
маленькие проточки, старицы. И вот мы сюда ходили все гурьбой купаться. Купались порой так долго, бывали такие голодные, что с собой то, что брали, уже заканчивалось. И мы ловили этими наволочками этих, мы их кыкышками называли, маленькие эти мундушки-то. Мундушки. Их вылавливали, делали костер, на костре мы их жарили, ну, значит, и поели. На прутиках. И довольны на прутиках. ЕЦС, это вот это здание, нам всегда оно казалось таким грандиозным, большим, красивым в нашем деревянном одноэтажном, двухэтажном городе. И, конечно, он имел очень большое значение для нашего же рабочего городка, не только для города всего. Потому что, ну, во-первых, рядом. Во-вторых, все дети учились с нами, ЕЦСовские, да. В-третьих, этот ЕЦС, как одно из ведущих предприятий, были шефами 10-й школы. И поэтому они очень помогали школе, много, значит, нам, ну, материально помогали. А более того, вот мы с Валей в одном классе учились, и у нас в классе был свой ансамбль. Или певческий. Пели, и ребята у нас был мальчишеский отдельно ансамбль, девичий отдельно, и еще хор. В ЕЦСе мы выступали на кожзаводе, в клубе рабочего городка, в авиагруппе. Авиагруппа это тоже к нам относилась. Их дети у нас учились. Вообще замечательные ребята, кстати, из авиагруппы. Они втянули наших всех ребят в авиацию, многих. У нас авиаторов очень много, и в классе было, и в школе вообще. Очень много ребят. Шло время, и дворы детства уже обрели другие масштабы, школьные, со своими самобытными традициями, регламентом, устоями. И девчонкам из рабочего повезло. Они учились в одной из старейших школ Якутска, школе 10-й. Она была открыта аж в 1932 году для детей рабочих. Первую учительницу свою очень хорошо помню. Горбунова Полина Александровна была у нас в первом классе. И она жила в нашем дворе. Поэтому ее запомнилось хорошо. Легендарная 10-я. Все передовое, креативное по тем временам, что появлялось в советском образовании. Школа брала на вооружение. Так ее стены, где учились наши девчонки, появилась кабинетная система. Технические средства обучения, свой киноклуб, современный школьный инструментальный оркестр, своя теплица, школьный хор мальчиков. И во главе школы, конечно, тоже была личность знаковая, уникальная – Дмитрий Георгиевич Новопашин. Его имя сейчас носит 10-я школа. Класс у нас был хороший, дружный класс. Мальчиков у нас было мало. В основном девочки большие, вот мы были. Вот. У нас была классная Галина Михайловна. Она была преподаватель химии. Вот. И мы такие, в общем, давали мы ей дрозда. Она говорит, вам пальчик покажи. И вы засмеетесь. И когда нам показывала свой палец, мы падали все, потому что она была очень худая женщина. И пальчик этот был кривой. Ну, конечно, успокоить нас было очень трудно. А у Новопашина было вообще, на переменах у него никто по коридорам не бегал по той причине, что с красными повязками старшеклассники дежурили. Если кто-то разбежится из мальчишек, их это к стеночке. Тогда школа в то время наша была одна из ведущих школ. И у нас постоянно шла конкурентная борьба между 9-й школой и 10-й. Потому что директора были такие авторитарные, такие мощные, да. И поэтому мы тянулись ко всему, что называется. А учителя тоже очень сильные были. Нас учили очень сильно. Учителя. Вот практически меня по иностранному языку у нас была Клара Карловна Денисова. Очень хороший педагог, очень сильный профессионал. Я как мечтала быть учительницей, так я и стала учителем иностранного языка. У нас производственное обучение было. Вот. И я на швею училась. И на машинках, на всяких, как нитки вставляют, все это я делала, все работала. А когда маленькие были, костюмы мама, вот, например, шила сама, и платье нам шила мама сама. Швейная машинка. Швейная машинка была у нее.
новое платье шьет, я рядом сижу, носом клюю. Она, ну иди спать. Я только до кровати дойду, ноги на полу, а голова там, я уже сплю. Вот, вышила я вот эту вышивку. Ой, это ваша? Да. Это... 12 или 13 лет мне было. И вот я за одно лето вперемешку с беготней я ее вот вышила. А потом, когда в школе просили родителей принести на выставку творчество детей, мама брала ее, несла туда, в школу, и я несколько лет кряду получала первое место за эту вышивку, за одно и то же. Рядом с 10-й школой у нас еще стоял двухэтажный детский дом. И в этом детском доме работала соседка, тетя Зина с нами она жила. Тетя Зина, она там. И девочки прибегали к нам домой, к ней, если нужно, по делам. И мы были знакомы, и с нами учились, это дети. А там, если кино показывают или что, тетя Зина меня брала, и мы там смотрели фильмы с детьми. Здесь своя жизнь была совершенно отличительная от центра. Отличительная. Мы в центр ходили, как в другой город. Собирались долго, одевались хорошо и шли все гурьбой в центральный. А самое главное, нам хотелось очень мороженого, как всем детям, квасу и так далее. Да? Вот, за этим копили деньги, копеечки свои. А у нас туда. родители, когда собирались в город, тоже чистенько одевались, и мы заказываем, чтобы нам что-то купили. Как в другой город. В другой город, да. Магазин 7-й – это место, в котором мы могли купить дешевые конфетки, очень вкусные. И место, где мы после наших игр отогревались. Почему? Потому что там у них шла обратка так внизу, так, это самое теплое, нагревалось в магазине. И вот мы сядем там, как воробушки, отогреемся, конфеток поедим и дальше пошли играть. И все продавцы нас знали, да, Валя? Всех в лицо, по имени. Вечерами мы делали уроки. Мама у нас не работала, она и днем могла нас проконтролировать, делаем мы уроки или не делаем. Вот. Но часто очень отключали на нашей стороне улицы свет, на противоположной всегда горело, а у нас вот отключали. И приходилось делать уроки с керосиновой лампой. У нас был урок чистописания. Мы писали тонкими перышками, и учительница следила за тем, чтобы написано было каллиграфическим почерком, аккуратно, без крякс. А при свете керосиновой лампы это было сделать затруднительно, но мы старались. От седого полярного края до сияющих южных широт Новый год этой ночью встречает весь счастливый советский народ. С Новым годом, друзья, с новым счастьем, друзья, с Новым годом, родные края. Встретим вновь Новый год, новые песни, веселые друзья. Встретим вновь Новый год, новые песни, веселые друзья. Праздники мы отмечали, конечно, хорошо. Готовились заранее. Был рынок у нас в рабочем городке. Не рынок, а базар. Крестьянский, по-моему, назывался базар. Ну и там с кожзавода корейцы тогда жили. Приезжали
на оленях, на лошадях с санями. И елки привозили. Прямо забор такой хорошо сделанный был у этого, у базара. Елки ставили прямо в рядочек. И вот выбирали елки. Елка растает, потом распушится, наряжали. И отец у нас, лампочка была наверху, лампочка Ильича. Лампы маленьких-то не было гирлянды, он сам соединил эти гирлянды и в эту лампу подсоединял. Ой, он у нас много чего умел, отец так рукастый был. И включим электричество, и весь двор, никаких проводов тут ничего нету, а елка горит. Все у нас собирались девчонки, и мы водили вокруг этой елки, хоровод ходили, не запинались за провода. Когда мы встречали праздник Нового года, обязательно белила мама. А потолки в этих домах, вроде дома деревянные, но они считались сталинскими, потому что потолки были очень высокие. И мама сначала ставила стол, потом табуретку, потом вставала сама. И только потом кистью доставала до потолка. И вот мы прибирали сначала дом, наводили красоту. У нас мамочка была, она очень любила цветы, любила вышивать. Все это были вышивки, в цветах дома было очень красиво. И девочки очень любили приходить к нам в гости. Натягивали вот веревку, а на веревку, на нитки вешали конфеты и что-нибудь еще вкусняшки. И между собой играли, кто значит, глаза завязывали, в руки давали ножницы, и человек должен идти, кто-нибудь там, или Валя, или кто выиграл, значит, и должны срезать себе подарок на Новый год. А если не попадал, значит, снова начинай. А что срезал, значит, это было уже твое. Готовились на Новый год. Все старались, женщины. Мужчины, если были дома, это был такой праздник. В коридоре стояла, печка открывалась, она же печное отопление было, голландка. И вокруг нее садились мужчины, топили печку, открывали дверцу, огонек горел, а они сидели на табуретках, играли в карты, рассказывали о жизни. По реке, самой длинной в Сибири, мы уходим в просторы морей. Может, мы и не первые в мире, но друзей не найдете вернее. Великая труженица Лена река не допускала в свои вольные пределы людей пустых и никчемных, а ленские речники – это была особая порода людей. Таковы были отцы наших девочек из рабочего. И об этой особой породе людей пойдет речь в следующей нашей передаче. Мы вновь вернемся на маленькую планету, только теперь уже юности наших героинь – рабочий городок.